Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Life. Сегодня мы с вами снова погадаем на события ближайшего будущего в вашей жизни. Также вы можете выбрать и другое видео на нашем канале Life на любую тему. Но обязательно подпишитесь на этот канал, а также на канал Школа Таро Альвиен и канал Гадания, Заговоры, Ритуалы Карина. Я вас очень приглашаю. Итак, ставьте лайк этому видео, а мы начинаем. Использовать я буду магический, нумерологический шар. Гадание у нас называется «Колесо фортуны», и в нем будут участвовать 15 карточек на ваше ближайшее будущее. События мы будем смотреть. И Таро идиллий. Вот такой план. У нас будет с вами 3 позиции на эти события. Надеюсь, шар у меня никуда не укатится. И сейчас мы с вами размешаем наши карточки для первой позиции. Те, кто выбрал первую позицию, размешиваем наши карточки. И будем выкладывать колесо. Колесо фортуны. Круг. Да, круг. Сделаем с вами круг. Надеюсь, он у нас красивым получится. Может быть, он получится овалом. Никто не знает. Но мы с вами постараемся, да, его как-то выкладывать правильно. Так, хорошо, давайте смотреть. Немножко вот уже выходим за рамки. Так, наши карточки. Они в любом произвольном порядке у нас идут, карточки. И у них есть номера, да, номера. Так, давайте смотреть. У нас тут разные у карточек номера. Но их всего 15. Однако номера не соответствуют порядку цифр. Итак, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Вот так вот у нас получился круг колеса. Теперь мы с вами будем вращать вот этот шар. И на какую цифру я посмотрю, на первую, мы всего 3 раза его будем вращать на каждую позицию, события ближайшего будущего ваше, да. Но на какую первую цифру я посмотрю, или число, да, то мы и будем складывать до той суммы, чтобы получилась карточка. Итак. Вот, мне понравилось число 24. 24 это у нас получается, либо мы берем цифру 6, да, вот она, цифру 6. Все. Так, теперь переворачиваем нашу карточку. Это первое событие, книга. Берем следующий раз. Замечаем еще какую-нибудь цифру, да. Куда мой взгляд упадет? 45. Значит, нам нужно искать 9-ю. Это у нас корабль. Хорошо. И следующее. Вращаем. Наш шар, предсказатель. Так. Ну вот мне понравилось 43. Только вот у нас 7 нет. Давайте другую, наверное, возьмем, потому что если нету, значит мы вращаем дальше. 38. Это у нас 11, да? 12 должно быть. 3 плюс 8. Нет, 11. Так, это у нас кавалер. Итак, события вашего ближайшего будущего. Это книга, корабль и кавалер. Сразу скажу, это старинное русское гадание «Колесо фортуны», и к Ленорман не имеет никакого отношения. Однако, естественно, мы видим здесь все-таки наши карточки изображения, которые участвуют, и понимаем, скоро в вашей жизни раскроется какая-то тайна, связанная она с дорогой и мужчиной. И мужчина может быть к вам с дорогой, а может быть уезжающий мужчина, находящийся на расстоянии от вас. И тайна эта раскроется совершенно внезапно. Также эти события могут привести к тому, что и вы куда-то поедете, возможно, или к мужчине, или с мужчиной. То есть у каждого это проигрывается, соответственно, по-разному. Однако мы понимаем, что книга иногда означает документы, иногда означает документы, идущие к вам от мужчины, да? Иногда означает изучение чего-то. Возможно, вам на расстоянии от своего дома придется
что-то изучить, и влиять на это будет, или играть в вашей жизни какую-то основную роль мужчина, конечно же. Хорошо, что дальше? По сути, по этому гаданию у вас идет знакомство. А вот неважно, с мужчиной или с женщиной, лицом противоположного пола. Но внешностью этого человека, ну вот это событие, да, вашего ближайшего будущего, внешностью этого человека очень яркая, но вам нельзя сразу вестись на эту внешность, потому что человек мутный, человек стайный. И, конечно же, когда мы видим все это, мы понимаем, что вы можете оказаться слишком доверчивым или влюбчивым человеком. Есть у вас муж или жена, нет мужа или жены. Скорее тут идет провокация именно внешностью той особы, которую вы встретите. Вы знаете, человек может быть не совсем, допустим, там подходящим под стандарты мировой красоты, но именно для вас или для тех категорий людей, к которым вы относитесь, все равно люди все делятся на категории, этот человек чрезвычайно симпатичный, сексуальный и приятный. Причем активно этим пользуются в жизни. Вот обязательно обратите на это внимание. Вы можете встретить этого человека как коллегу по работе, да, как учителя, не знаю, как наставницу или наставника где-то, да, там на каких-нибудь курсах. Но для вас это сексуально привлекательный человек. Соответственно, это провокация для вас, потому что человек знает, насколько он привлекательный, знает, какие чувства вызывает в определенной категории людей и пользуется этим. Может женщина пользоваться для подарков, для денег. Мужчина может пользоваться для того, чтобы кого-нибудь затащить в постель. И не одну женщину, а много. И вам нужно это учитывать. Также, что еще могу сказать? Человек может влезть в ваше дело. Вот, допустим, которое должно скоро деньги принести. А у вас есть дело, вот на ближайшее будущее события так складываются, что есть дело, которое принесет большие деньги. Это видно по нашим нумерологическим картам. То есть я же гадаю здесь особым способом, русским гаданием. Никого не пускайте в то дело денежное, которое у вас скоро будет. Не дайте людям обольстить вас, чтобы забрать ваши денежки. Вот прям опасность есть, честно говорю. Потому что, не знаю, обольстившись, влюбившись, посмотревшись в красивые глаза, ой, этот человек меня так понимает. А на самом деле дело было не в этом, да? А человеку нужны были просто деньги. И, естественно, нужно очень хорошо разбираться. А вы любимого человека себе встретили? Или любовницу любовника? Или дело было все-таки в том, что человеку денежки нужны? Дорога здесь будет, в принципе, тоже связана с деньгами. Это может быть денежная дорога, это может быть дорога, допустим, когда человек едет на обучение, а потом в будущем это даст, естественно, продвижение в работе и большие деньги, да. И, также тут еще что? Вы попадете в какое-то общество. Вот в скором времени прям попадаете в общество. И вам нужно будет полагаться на свои силы, потому что это незнакомое для вас общество. Вот совершенно. Более того, у вас есть, скорее всего, какие-то экстрасенсорные способности. И интуицию вам придется напрячь, попав в это общество, незнакомое для вас, потому что помогать вам сразу же там никто не будет, а только через некоторое время. Да, помощь вы можете получить от других людей, но только познакомившись с ними поближе. А на первых порах вам нужно будет уживаться в этом новом обществе. И также здесь, предсказание дает такой момент, что интуиция даст вам, по сути, озарение. Вот вообще вся ситуация напрягает вашу интуицию по полной и дает ей развитие, такое специальное развитие, которое потом в будущем вам будет очень сильно помогать. Потому что в вас эта сила еще не до конца раскрыта, она дремлет до какой-то поры, до какого-то времени. И в любом случае у вас, если нет сейчас отношений, вот пусть не с этой особой, смазливой, красивой, которой нужны деньги, а с кем-то другим после этого знакомства, если вы не поведетесь на провокации, да, вы создадите очень хорошие отношения. Но это только для одиноких уже. Очень гармоничные, которые дойдут до брака именно с любимым человеком. Хорошо, давайте раскрывать эту ситуацию на Таро. Достанем 3 карты для каждой из этих подсказок.
Первая королева кубков, вторая туз кубков и третья у нас тройка кубков. Очень счастливые карты и предсказания. Дополняя картами, мы с вами увидели, что вас ожидает действительно очень светлый период в жизни, ну пусть и с некоторыми испытаниями, проверками на вшивость, но изобильный период. Действительно можете в скором времени хорошо заработать или получить какую-то мультиприбыль, я бы даже так сказала, праздновать, радоваться. И вот когда, опять же, да, праздник, люди иногда выпивают и ведутся на кого-то. Вот сразу же предупреждение, да. Королева кубков говорит о том, что действительно у вас раскрываются способности. И, может быть, вы будете общаться с какой-то доброй женщиной, которая вам и подскажет, а как надо, да. Или как напрячь свою интуицию так, чтобы не попасть в просак. Но карты предсказывают, что в просак вы не попадете, потому что вы будете хорошо думать. Поэтому здесь главное просто не давать волю каким-то мимолетным ощущениям. Туз кубков говорит об изобилии в жизни и о том, что вы идете по пути сердца. То есть, когда человек, допустим, работает по сердцу, ему нравится то, что он делает, несмотря на то, что он попал в совершенно незнакомое общество, он может остаться в этом обществе и стать родным только потому, что ему очень нравится то дело, которым он занимается. Неважно, бизнес ли это, работа ли это. У вас все явно получится, карты очень счастливые и изобильные. Они говорят о том, что вы будете процветать в скором будущем. Так что ни о чем не беспокойтесь. Ну вот такая у нас позиция номер 1. А предупреждение вы, конечно же, получили. Предупреждение вы уже получили. Итак, а мы переходим к нашей второй позиции. Да? К нашей второй позиции. Размешиваем опять наши карточки. Они могут повторяться, могут не повторяться. У каждого своя судьба. События ближайшего будущего. Так примерно вот по древнему гаданию колесо фортуны, это русское гадание колесо фортуны, мы опишем. Да? Единственное, что вот те карточки, номера, которые у меня есть, мы те и будем с вами. Если какого-то номера не будет, ну, значит, будем следующий доставать. Хорошо. Вот так раскладываю, значит, наше колесо и вращаю шар. У нас будет 3 вращения. Какая цифра мне понравится, да, на какую пойдет глаз, ту я и буду применять. Потому что, ну, вот так оно решается, да. Хорошо. Вижу 49. Это у нас 13. 13. Есть у нас здесь 13 или нет? Так, значит, нам нужно... А, есть. Нашла 13, вот. Клевер. Ух ты, какая хорошая, да, карточка. Это у нас не Ленорман, это знаки Ленорман, но на карточках это другое гадание совершенно. Так, следующее. 50. Понравилось мне 50, не знаю почему. Так, пятерка. Букет. Ого, у вас все в цветах. Вторая позиция, у вас все в цветах. Так, и следующее, значит, следующее, что идет? 65. 11 опять, значит. Ну, хорошо, ладно. У нас кавалер опять идет. Интересно. Так, ну, что вам хочу сказать сразу же. Вот все равно знаки на карточках же есть, я их все равно должна описать. Они для вас в любом случае что-то значат. Клевер – это явно большая удача. Но она идет, эта удача, через подарок от мужчины. То есть вы посчитаете, что в вашей жизни наступил благодатный период, успех, удача притянулись, счастье и все самое лучшее именно через этот подарок. То есть от мужчины будет сюрприз. Ну, может быть, там букет или там для мужчины, если вы тоже мужчина, да, премия, допустим, от начальника, какой-то подарок от мужчины к мужчине, какой-то неожиданный денежный разговор, может быть, от мужчины к мужчине. Ну, а для женщины все понятно. Подарок от кавалера или цветы от кавалера, знак внимания, да. Вот этот знак внимания для вас будет и знаком к тому, что, ну, наконец-то успех пришел в мою жизнь. Вы вообще посчитайте, что вот успех пришел, и именно с этого события, вот подарок от мужчины или комплимент от мужчины, что-то очень светлое, хорошее, да, вот именно с этого события начинается светлая полоса в вашей жизни и большое счастье в вашей жизни. Только так. Хорошо, давайте теперь более подробно именно по гаданию колесо фортуны, русскому гаданию древнему, рассмотрим ваши аспекты. Древнее гадание гласит, что в любом случае познакомитесь с человеком, который будет питать к вам чувства. Ну, вот оно как бы предсказывает серьезные чувства. Замужем вы, не замужем, женаты, не женаты.
Для мужчины это уже не этот кавалер, который будет испытывать к вам серьезные чувства. Там идет как сюрприз-подарок от мужчины, это другое. Для мужчины, конечно, он познакомится с женщиной, ну или если это все-таки там какие-то однополые чувства, ну тогда да. И смотрите, неважно, для вас это будет человек, который испытал к вам серьезные чувства любви. И вот абсолютно не имеет значения, в браке вы находитесь или нет. Появляется кто-то в вашем поле, кто к вам испытывает чувства. Я не знаю, ответите вы на эти чувства или не ответите. Это очень аккуратный человек, очень трудолюбивый, очень гостеприимный. И если вы одинокий человек, то у вас будет с таким человеком брак. В любом случае, долгий, счастливый брак. Если вы человек, который находится в браке, в отношениях, даже пусть в каких-то там, плохих отношениях, хороших отношениях, вы любите до гроба кого-нибудь и так далее, это не важно. Вот появится такой человек, делай с ним что хочешь, как говорится. Решение принимать вам. Будете вы с ним, не будете, надо, не надо. Конечно, жалко человека, который испытал к вам серьезные чувства любви, и тем более такой аккуратный, трудолюбивый, хороший человек, если вы не ответите ему взаимностью. Но сам факт события ближайшего будущего, да, что кто-то как бы вас полюбит, и ничего с этим уже не поделать, как говорится. Какие еще события идут? Ну, естественно, обличение. Вот бывает такое, как будто бы открываются истинные лица ваших друзей, знакомых, родственников. Вот вы считали некоторых близкими, вы считали некоторых преданными людьми для вас, искренними, преданными, честными. Откроется чье-то лицо перед вами в скором времени, и вы поймете причины ваших некоторых неудач. Вы поймете, кто-то вам повредил, и узнаете, кто. Неприятно будет, конечно, неприятно это узнать, но очень, очень хорошо узнать такое. Вам это надо понять, что это очень хорошо узнать. Это хорошее событие, а не плохое. Покажется, да, вот плохое событие, мне не нравится, не хочу узнавать о каком-то предателе, я не хочу узнавать, кто мне вредил. Но ведь негатив-то шел, вы это же чувствовали. Ну, чувствовали, какие-то события не так поддавались вам, как хотелось бы. Не такая удача вас преследовала, как хотелось бы. А почему? Ну, кто-то вредил, ну, надо узнать, кто. И вы узнаете истинное лицо окружающего какого-то, кого-то из окружающих, да, или может это несколько человек. По этим знакам, которые нам выпали, могут люди, вот, которые, допустим, с вами заключили контракт, компаньоны для вас, меняться на других. Ну, допустим, вы с кем-то очень давно сотрудничаете, длительное время работаете вместе. Вот обстоятельства, что этот человек, допустим, уезжает или меняет там, бизнес, место дислокации, еще что-то. Но ровно в это же время на его место приходит другой компаньон или клиент. Человек, который тоже будет постоянным для вас, будет сотрудничество с этим человеком тоже постоянным. Вот как бы идет замена одного постоянного человека в вашей жизни на другого. Вот такое может быть по этим картам. И, естественно, нумерологическим соответствием. Также что еще тут? Ну, естественно, по поводу денег. Вот чтобы деньги заработать, нужно быть очень лояльным человеком. Вот деньги к вам идут. В скором времени вас ожидает успех по деньгам, финансовый хороший успех. Но при этом вот как бы надо потрудиться и надо быть очень добрым. Если вы будете кого-то критиковать, с кем-то вступать в конфликты, ругаться, распри устраивать, деньги начнут идти в обратную сторону. Поэтому здесь совершенно явный, нужный совет вот по этим вот карточкам, да, то, что ни в коем случае никого не критикуйте, кто связан с вами по деньгам. Никаких партнеров, никаких клиентов, никому не грубите, ни с кем не вступайте в распри, потому что это вам по карману ударит. Соответственно, денежная удача на вашей стороне на сегодняшний день. У вас открывается хороший такой плотный денежный канал. И самое главное, это выстраивать коммуникацию правильно. То есть постоянно, лояльно выстраивать личные, не личные, как деловые, но они как личные дружеские отношения. Да? Хорошо, давайте дополнять картами.
девятка мечей, император и тройка пентаклей. Вот вы очень боялись, что удача к вам не придет. Вот очень боялись, прям переживали. А переживания вообще пустые, вот пустые. Идет ситуация, может быть, переживаний, там, не знаю, вот здоровье мое не вытянет для того, чтобы заработать, работать, там, быть на плаву в жизни. А вот оно пустое, как бы, переживание-то. Даже переживание за здоровье здесь пустое. Знаете, как говорят, что у некоторых бывает некоторая там паранойя по поводу своего здоровья, еще что-то. И, соответственно, четко здесь показано, прям четко, что какие-то глупые переживания. Вот не достигну я успеха, ничего у меня не получится, здоровье меня подведет. Ерунда, вот прям ерунда. Может, кошмарики какие-то снились. А оно прям пустое, и император четко показывает, что это прям резко пройдет, и вы возьмете себя не просто в руки, а обретете власть, обретете очень прочное положение в жизни, в обществе, в том числе и финансовое, конечно, будете победителем по жизни, самым главным кем-то. И вы знаете, опять мужчина, знак мужчины. Все-таки, да, вот какой-то как человек вам то ли окажет протекцию в скором будущем, то ли какое-то покровительство. И вы ведь тоже поднимаетесь в самый верх. Тройка пентаклей четко показывает вот любую вашу работу, мастерство. Будут очень ценить в скором времени, уважать ваш труд, вашу работу. Это очень важно для любого человека. Для меня тоже очень важно, чтобы ценили мой труд. Любой так человек старается, работает. Естественно, хочется, чтобы ценили. Даже если вы домохозяйка, работу по дому тоже нужно ценить. Вот, допустим, многие сидят дома, целыми днями работают дома. Целыми днями там то за детьми следят, то убирают весь дом, квартиру, там все драят, там готовят, стирают, убирают. Ничего себе! Это гораздо больше труда, чем на любой работе. И никаких выходных, простите, никаких выходных. Это работа мамы, и работа женой, и работа хозяйкой домашней в 100 раз труднее, чем любая другая. Честно вам скажу, особенно если вы не нанимаете ни уборщицу, ничего, ни няню. Поэтому я вам тут скажу, что вас оценят, вас домашние оценят, значит. А если вы на работе работаете, вас как мастера, как профессионала будут очень сильно оценить. Естественно, это прибавление в деньгах означает в любом случае. Ну, вот такая у нас вторая позиция, такие карты. А мы перейдем к позиции номер 3. Размешиваем наши карточки опять, размешиваем. У нас гадание древнее, русское, гадание онлайн, колесо фортуны называется. Вы такого у меня еще не видели гадание. Оно интересное очень. Так, ну давайте раскладывать кружок, наше колесо. Вам же повезет, вот вы колесо смотрите фортуны, конечно, повезет в жизни, потому что вы посмотрели гадание колесо фортуны, да. Просто так не бывает, что вы увидели где-то колесо фортуны. Оно на вашей стороне. Да? Фортуна на вашей стороне, потому что вы гадание смотрите. Обязательно подписывайтесь на канал, тут будет еще много интересного. Итак, давайте вращать наш шар. Его 3 раза будем вращать. И любой номер, который мне понравится, я возьму. Так, 49 опять. 13. Опять 13. Ну, понравилась мне цифра. Так, клевер, хорошо. Так, 8. 8. Половинку бросим. Так, сейчас найдем. Вот. Так. Ух ты, кольцо. Ничего себе. Хорошо, что я номера не знаю этих карточек. Это же Ленорман, тут совсем другая нумерология. Потому что это просто карточки, а выглядит как Ленорман. И у Ленорман одна нумерология, а здесь совсем другая. Тройка. Понравилась мне тройка. Так, троечка, троечка. Где-то у меня. Так, а мы троечку, значит, не взяли сюда с вами, да? Я ее не могу найти. Мы же разные карточки взяли здесь. 72, девятка. Так, девятка, девятка, девятка. Вот она. Корабль. У вас интересные выпали карточки. У вас клевер, кольцо и корабль. Ну и нумерология, да. То есть я сейчас вам расскажу про клевер, кольцо и корабль, потом про нумерологию, которую мы вытащили, наши номерки. И потом будем картами Таро дополнять. Смотрите, клевер, кольцо и корабль — прекрасные знаки. Прекрасные, которые вам выпали. Они означают, во-первых, ну, брак, который на расстоянии. То есть, может быть, вы сейчас одинокий человек.
и у вас будет брак с кем-то, кто находится на расстоянии. Соответственно, если вы, допустим, знакомы с каким-нибудь иностранцем, иностранкой, знайте, что либо этот человек позовет вас в другую страну жить, и вы там женитесь или выйдете замуж, да, либо, наоборот, приедет к вам, и вы на вашей территории. Но как бы карты показывают счастливый брак с иностранцем или иностранкой, да, или человеком, проживающим на другой территории, в другом городе, в другой стране. Если вы вдруг в браке находитесь, карты показывают очень счастливую поездку, но предложение поездки, да, которое осуществится. То есть вам как будто бы предлагает союзник или человек, который с вами в браке находится, или ваш партнер, партнерша, куда-то съездить. Поездка богатая и счастливая, дает успех в жизни, дает такой отдых. Вот знаете, бывает, отдохнешь, и потом ты действительно и заработать можешь, и работать хорошо можешь, и горы все свернуть можешь, все проблемы в своей жизни решить. Почему? Потому что отдохнул на славу, да, смог оздоровиться, смог, там, не знаю, развеяться в жизни. Это очень важно. Хорошо отдыхать. И поэтому здесь может быть, конечно, в первую очередь поездка на отдых с любимым человеком, но это очень успешная поездка. Это может быть и деловая поездка, связанная с партнерством, контрактом, который на долгие годы, естественно, заключен будет и принесет огромные деньги или просто большие деньги для вас, богатство и процветание. Вот это уже здесь точно указано, совершенно точно, прям совершенно. Опять же, да, здесь у нас по нумерологии, теперь расскажу события, выходит момент такой, что кто-то может, вам в жизни достаться, кто вас полюбит. В паре вы не в паре находитесь, это новый человек. Вы как бы знакомитесь в скором будущем с человеком, который будет, опять же, в будущем испытывать к вам серьезное чувство любви. Однако мы здесь видим указание кольца. Ну, не просто так, конечно же, не просто так. Вот в жизни бывает так, что ты отвечаешь человеку, либо не отвечаешь, да. Но здесь как бы больше в сторону того, что вы можете ответить на эту любовь. То есть кто-то может появиться в вашей жизни, кто вас очень сильно полюбит по-серьезному. И это будет, взрыв эмоций, как говорится. Ответили вы, не ответили, но больше тут почему-то идет нумерологическое указание на то, что вы ответите на эти чувства. Неважно, в отношениях вы сейчас или нет, но если не в отношениях, это будет прям счастливый брак, большое счастье в браке. Если это вы сейчас в отношениях, вам решать, как говорится. Но то, что в ответ будут эмоции, это точно. Вот прям практически совершенно точно. Даже если вы себе в этом не признаетесь, но вам будет очень приятно хотя бы, что вас кто-то полюбил. Еще кто-то полюбил, кроме того, что есть. Вот честно. Дальше. Я здесь совершенно точно вижу, что семейная жизнь у вас будет прекрасной, конечно. То есть, неважно, на расстоянии, не на расстоянии, идет в партнерстве сильная страсть, любовь, и вся семья довольна тем, как вы живете. То есть, вот представляете, родственники, близкие, все как будто бы под защитой высших сил в скором времени будут. И вся ваша семья будет процветать, вот судя по нумерологическим знакам. Соответственно, идет как бы ситуация, может быть, какого-то влияния в обществе. То есть не просто вот семья и все, да, а укрепление семьи, дома, брака до такой степени в будущем, что это может быть вот как бы кто-то из ваших членов семьи влиять в обществе, как политик, например, и все смотрят на вашу семью как, например, для подражания. Вот такое часто ведь бывает с людьми, что встают они у власти, да, и все рассматривают их семью. Либо это влияние в обществе, допустим, как какой-нибудь звезды, телезвезды. То есть вот как прославитесь вы будто бы, только смотря чем. Кто-то прославится в политике, среди тех, кто выбрал третью позицию, а кто-то прославится на сцене, например, в социальных сетях, еще где-то, в новостях, там, да, интервью дадите, вас все узнают как профессионала, работника и так далее.
В общем, идет именно влияние в обществе. Но какое вот, допустим, все видят, как вы живете, и говорят, хорошо живет человек, честно живет, семья хорошая, дети хорошие. Допустим, можно ориентироваться на таких людей, как вы, да, вот так будут говорить, что мы ориентируемся на таких, как вы, и мы хотим жить так же, как вы. То есть именно вот такое идет указание. Что еще? Ну, поездка в любом случае здесь, и по нумерологии, и кораблю мы видим, да, то есть все равно куда-то ехать вам в скором времени придется, и это богатая поездка, как я уже говорила, и очень счастливая. Так, ну, давайте дополнять картами Таро здесь. Собака храпит у меня прям под ногами теперь. Можно как на коврик ставить ноги на эту собаку. Ну вот да, тут идет так, что у вас кто-то влюбится, а вы это посчитаете жертвой. Ну, по повешенному, да, повешенный выпал, 9 жезлов и 2 пентаклей. Вот кто-то влюбится в вас, а вы посчитаете это жертвой. Сначала, да, или что вам ради этого придется чем-то пожертвовать в жизни. Но даже у тех, кто в будущем имеет некое влияние на общество, бывают любовные истории любого характера. И с этим, ну, все равно нужно мириться и понять, что, значит, вы человек такой, привлекательный, достойный, в кого влюбляются люди. И, ну, радоваться хотя бы тому, что у вас есть такое и на людей личное влияние, да. 9 жезлов, она говорит о том, что вам придется в жизни что-то отстоять свое. Ну и опять же мы видим 2 пентаклей, а сзади корабли. Ну такой знак прям. Знак поездки или даже переезда, конечно. Ну и продемонстрировать придется в жизни свои способности другим людям. Отстоять свое и показать себя. Вот как я выше и говорила, карты Таро просто дополнили, что у вас происходит в жизни такой момент сейчас, да, вот, который вот наступает, что вы как пример для подражания. А это значит, что нужно отстаивать свои амбиции, отстаивать свой профессионализм, отстаивать свои убеждения в обществе, свое положение в обществе и показывать, насколько вы стойкий, ровный, вот такой вот человек, который никогда не остановится ни перед чем, а будет любым, там, допустим, конкурентам противостоять. И покажу свой профессионализм, покажу свои навыки, покажу, чего я умею-то людям. То есть у вас идет вот это, да, что демонстрация и дорога. Ну, вот такая вот у нас 3-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду вашего мнения по поводу вот этого древнего гадания «Колесо фортуны». Это древнее русское гадание, очень интересное. Как могла, я его вам продемонстрировала. И, ну, всем пока и до новых встреч. Я надеюсь, что вы останетесь на этом канале, будете поддерживать этот канал и Элайф, да, и подпишитесь на школу Таро Альвия, на гадания, заговоры, ритуалы Карина. У нас там много всего интересного. Я считаю, что нужно оставаться с нами и, ну вот, поддерживать, конечно. Пока-пока.